У одного богатого купца был соловей. Ничего не жалел купец для своего соловья. Ни чистой родниковой воды, ни отборного зерна, ни золота на клетку. И купец, и его маленькая дочка очень любили своего соловья и просили его только об одном. «Пой, соловей, пой!» Да ведь тебе живется у меня лучше, чем на воле. Вот собрался однажды купец в далекую заморскую страну. Еду. Что тебе, доченька, привезти? Хорошо. А тебе чего? Там, в далекой стране, есть у меня брат. Передай ему от меня поклон и скажи, что я жив-здоров и ни на что не жалуюсь. Передам. Передам. Ну, поехал я, дочка. Вот этот сродни моему соловью. Послушай, соловей, твой брат прислал тебе множество поклонов и просил передать, что ест сытно, пьет сладко и всем доволен. А что ему передать? Зря я ему о брате напомню. Да что ж теперь? Стой! Куда же ты? Что передать твоему брату?
Угадай, что ты видел? Ну вот, я и дома. Доченька, доченька, а кому подарок? Доченька. Мне подарок, да? Мне подарок. Ну, конечно, тебе. Ну вот. Ой, спасибо, папочка. Ну-ка, дай я на тебя посмотрю. Спасибо. Ну, пойдем в дом. А тебе, Соловей, я так скажу. Был, видел, видал. А вот тебе ответа не привез. Твой брат, как я заговорил о тебе, упал замертво. А когда я отнес и забросил подальше в кусты, он ожил и улетел. А на утро соловья нашли мертвым. Хозяин? Эй, хозяин! Ты? Чего тебе? Спасибо, хозяин. За что? За то, что ты привез мне добрый совет. Прощай, хозяин! Прощай!